В здании Генеральной прокуратуры прошла первая пресс-конференция нового главы надзорного органа Курманкула Зулушева. Он поблагодарил журналистов за визит, а также поздравил их с наступающим профессиональным праздником. Одним из первых вопросов Зулушеву задали относительно сбежавших чиновников. По словам генпрокурора, надзорный орган будет жестко наказывать бывших глав госведомств. Кылмыш иш жалпы козголгон. Жалпы козголгон алкагында тергелип атат. А эгерде тергөө убагында алардын аракетинде жанагындай кызматын таштап кетүү жана башка белгилер болсо, сөз түрдө өзүнчө катталып иш козголот бул боюнча. Что интересно, генеральный прокурор принципиально отказался говорить на русском языке. По его словам, все жители должны говорить на государственном. Поймите правильно, я не пытаюсь защитить официальный язык и ущемить другие языки. Я свободно говорю и пишу на официальном языке, поэтому достиг этой должности. Но государственный язык превыше всего. Нужно ценить свой язык. Все жители страны должны владеть государственным языком. Я прошу говорить только на нем. Органы прокуратуры должны быть вне политики, добавил генпрокурор. По его словам, отныне надзорный орган не будет заниматься политическими гонениями. В настоящий момент мы намерены бороться с коррупцией. Работа в этом направлении будет усилена. В частности, будут проводиться соответствующие экспертизы. Кроме того, мы намерены отслеживать, куда уходят деньги, полученные от доноров на борьбу с коронавирусом. Отныне не будет преследования по политическим мотивам. Если человек не виновен, его полностью оправдают. По факту незаконных действий во время пандемии коронавируса в Кыргызстане возбуждено 6 уголовных дел. По словам главы надзорного органа, следствие проверяет действия сотрудников Минздрава. Уголовное дело в отношении некоторых сотрудников Минздрава возбуждено по факту незаконной продажи некоторых лекарственных препаратов. Следствие ведет ГСБ. В связи с тем, что у следствия нет сроков, мы не можем обозначить, когда его завершат. В отношении бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева нет уголовного дела, но если следствие докажет его причастность, он ответит. Также на пресс-конференции стало известно, на сегодняшний день никто пока добровольно не вернул украденные деньги в рамках объявленной премьер-министром Садыром Джапаровым экономической амнистии. Возможно, кто-то хотел бы воспользоваться амнистией и вернуть деньги, но нет правовых механизмов, как это можно организовать. Нет механизмов по возврату. Человек не может прийти и сказать, что украл деньги и хочет вернуть, если не было возбуждено уголовное дело, сказал Зулушев. Айдан Отбекова, Тазагуль Эмлибекова, Тынчтык Кольбаев, Нью ТВ.